Резидент арктической зоны в Республике Коми, завод по производству карбида кальция и ферросплавов, планирует начать выпуск продукции в четвертом квартале 2024 года. Как идут подготовительные работы на предприятии, лично проверил депутат Государственного совета Республики Коми Александр Попов. Инту регулярно посещает депутат Государственного совета Республики Коми Александр Попов. В свой последний приезд он вместе с главой муниципального округа, руководителем администрации Владимиром Киселевым, побывал на заводе по производству карбида кальция и ферросплавов. Это резидент арктической зоны в Республике Коми, зарегистрированный на территории Инты. Мы сегодня прямо с поезда заехали на объект, который называется завод карбидов и ферросплавов. Увидели, что работы продолжаются, работы выполняются в хорошем темпе, несмотря на то, что есть проблемы и с кадрами, и с техническими вопросами. Тем не менее, шаг за шагом, степ-бай-степ, эти вопросы находят разрешение. Там сформировался уже такой стабильный коллектив, причем люди, которые там работают, они понимают, что они строят для себя, что они впоследствии смогут там найти для себя рабочие места и постоянное место работы. Не просто продвигается стройка. Те сроки, которые назывались в начале, оказались не совсем реальными. Тем не менее, реконструкция идет, люди работают, и каждый раз, когда я туда прихожу, я вижу существенные сдвиги. Надеюсь, что все бюрократические препоны и необходимые документы будут получены, и мы в этом году запустим первую печь в эксплуатацию. Завод располагается на базе бывшей районной котельной в микрорайоне Южный. В 2018 году ее закрыли. Здание постепенно реконструируется в производственное. Обустраиваются подсобные помещения, внешние и внутренние сети. Цеха готовят под установку нового производственного оборудования. На сегодняшний день у нас на заводе работает 54 человека. Монтажники, стропольщики, газоэлектросварщики, каменщики. Работы у нас ведутся восстановительные в системе коммуникаций, то есть это вода, отопление, восстанавливаем электрическую часть поврежденные кабеля, которые на освещение. Потом у нас идет окувечивание, мы делаем, так как нас на минусовых отметках топило, чтобы здание оставалось в надлежащем виде. Ведется опись и проверка всего электрооборудования, которое здесь было на заводе. То есть электродвигателя, которые приводят в движение конвейера в галереях первого, второго подъема. Также утепляем контур здания, то есть устанавливаем окна, заливаем в тарном цеху полы, чтобы было более комфортно изготавливать тарную емкость под нашу продукцию. Внешние санкции против России внесли свои коррективы в подготовку завода к открытию. В частности, пришлось искать новых поставщиков для технологического оборудования. У нас поставщики изменились до санкций, то есть планировалось ввести с одних мест, искали альтернативу, пока что нашли альтернативу, то есть связались, и сейчас все необходимое мы поставляем, что нам нужно для строительства. В рамках новой схемы теплоснабжения Инты планируется перевод на газ ряда объектов, в том числе завода карбидов и ферросплавов. В этом году продолжаются работы по прокладке газопровода, мощность которого рассчитана на 28 тысяч кубических метров в час. Мы с Росбилдингом в этом направлении работаем. У нас есть заявка на газ, на те мощности, которые нам нужны. То есть у нас здесь будет газ, да. Запуск завода планируется в четвертом квартале 2024 года. При выходе на максимальной мощности производство планируется задействовать труд нескольких сотен человек. Местных жителей трудоустраивать на работу в приоритетном порядке.